Ингушетия принимает участие во всероссийской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге». На железнодорожную станцию города Назрань прибыл агитпоезд Министерства обороны России. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Агитационный состав включает 8 тематических вагонов с экспозициями различных родов войск. Посетители могут увидеть как современное вооружение, так и образцы техники времен Великой Отечественной войны. За 75 дней агитпоезд Минобороны посетит 75 городов и населенных пунктов, преодолев более 33 тысяч километров. В Народном собрании готовится к рассмотрению проект закона, который будет регламентировать порядок присвоения почетного звания населенный пункт воинской доблести селам и городам, где проходили военные действия и были совершены подвиги советскими солдатами и ополченцами, рассказал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Считаю, что принятие закона в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет значимым событием для республики. Это еще один шаг в признании героизма и самоотверженности жителей населенных пунктов и городов, внесших значительный вклад в защиту Отечества. Такое решение укрепит патриотическое воспитание молодежи, сохранит историческую память о подвигах предков и станет стимулом для дальнейшего развития муниципальных образований. Согласно проекту закона, правом выдвигать населенные пункты на высокое звание наделяются органы местного самоуправления, общественные организации Ингушетии и жители республики. Созданная при главе Республики Ингушетия специальная комиссия будет рассматривать обоснованность ходатайств о присвоении населенному пункту почетного звания. Пункты, удостоенные чести носить звание населенный пункт воинской доблести, смогут устанавливать связанные с этим памятные знаки и стелы. Прием заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк России» завершится 6 мая. Во всероссийской акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла. Загрузить фото победителей можно на сайте «Бессмертного полка России» и в мини-приложениях ВКонтакте и Одноклассники. Онлайн-шествие состоится 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru. На территории башенного комплекса Нижний Пуй начался новый этап археологических исследований, сообщили в пресс-службе школы каменщиков-реставраторов «Наследие». Прошлый год выдался для команды успешным. Было обнаружено более 500 артефактов. В числе наиболее значимых находок – предметы быта, групповые захоронения, ритуальное захоронение жеребца, а также исламское захоронение ребенка. В нынешнем сезоне основное внимание сосредоточено на участке Раскоп-2 площадью 5 на 5 метров, где зафиксировано скопление камней, предположительно являющаяся частью древней стены, а также обнаружена стела – традиционный ориентир погребальных объектов. В Госдуму внесен законопроект, направленный на модернизацию объектов ЖКХ. Документом предлагается обязать компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства утверждать свои инвестиционные программы. В них указываются конкретные объекты и объем их финансирования. При помощи этого инструмента смогут создавать долгосрочный план по обновлению и строительству инфраструктуры. Также документ предлагает направить амортизационные отчисления, которые учитываются в тарифах, на финансирование таких инвестиционных программ. Операторы кикшеринга предложили в обязательном порядке идентифицировать пользователей через портал госуслуг. Некоторые компании уже пробовали интегрировать свои предложения со сторонними платформами и выразили уверенность, что подключение к госуслугам расширит возможности сервисов для аренды электросамокатов. Операторы также пообещали сделать процесс авторизации для пользователей максимально простым и понятным. К тому же верификация аккаунта через портал госуслуг оградит сервис от нарушителей правил оферт и несовершеннолетних россиян, подчеркнули в одной из кикшеринговых компаний. Ингушский дзюдоист Джафар Костоев, выступающий в категории до 100 килограммов, одержал победу на международном рейтинговом турнире по дзюдо серии «Большой шлем» Душанбе Гранд Слэм 2025. Спортсмен представляет сборную Объединенных Арабских Эмиратов. Для него это вторая золотая медаль на турнирах серии «Большого шлема» в этом сезоне. Турнир в Душанбе собрал 226 спортсменов из 27 стран и проходил со 2 по 4 мая. Костоев одержал победу во всех поединках и завоевал золото в своей весовой категории.